Добрый вечер. В эфире региональные вести. В студии Лариса Шамаева. Главные события вторника. Слаженность действий на пределе. Нештатный пожарный расчет на выход, возгорание помещений для приема пищи. На базе ОМОН Ахмат-1 прошли тактико-специальные учения МЧС и Росгвардии. В ГГНТО стартовала приемная кампания. Для каждого выпускника приемная кампания – это время важных решений. Именно здесь начинается путь к будущей профессии. Абитуриентов консультируют по всем направлениям подготовки. Сквозь эпохи. Совсем скоро книга поступит в фонды библиотек и займет свое достойное место на книжных полках. В Грозном презентовали новый исторический роман Машер Айдамировой «Колыбель свободы». В секторе Газа продолжается масштабная миссия регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. В рамках очередного этапа благотворительной акции жителям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации на фоне продолжающегося гуманитарного кризиса, направлены крупные партии продовольствия первой необходимости. Работа проводится под кураторством помощника главы Чеченской Республики, секретаря Совета безопасности региона Адама Кадырова. Отметим, что фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова с первых дней трагедии в Палестине оказывает всестороннюю поддержку мирному населению, направляя пострадавшим гуманитарные грузы. Мир вам, милость Аллаха и Его благословение. Во имя Аллаха и с благословения Аллаха мы начинаем. Каждый раз, когда появляется кризис, когда усиливаются страдания и наступает тяжелая беда, появляются чеченцы, и они приходят, чтобы облегчить эти страдания и помочь удовлетворить насущные потребности. В условиях острого кризиса с питьевой водой чеченцы сердцем и душой с нами, чтобы предоставить эту машину, цистерну с питьевой водой, которую мы раздадим перемещенным лицам и пострадавшим. Это щедрое пожертвование и великодушная помощь от великого чеченского народа и Адама Дустума. Прошу всемогущего Аллаха, чтобы Он напоил вас из источника Аль-Кавсар, и чтобы Он воздал вам всеми благами. Это не первый и не последний раз. Чеченцы каждый раз доказывают, что они с народом Газы. Откликаясь на призыв, сегодня понедельник, 26 июня. Мир вам, милость Аллаха и Его благословение. Тысячи уроженцев Чеченской Республики сегодня выполняют боевые задачи от Мариуполя до Запорожья. Их мужество и профессионализм не раз отмечались на самом высоком уровне. Специальная военная операция – это тысячи личных историй. В нашем следующем сюжете боевые биографии, награды, а также широкий взгляд на роль бойцов в ходе СВО, на обучение в Российском университете спецназа и на ту мирную работу, которую они ведут, возвращаясь домой. Слово Лимде Жамалдиновой. Любой приказ выполнить, ты должен действовать, что кто вообще боят. Военная карьера Русамбека Самбиева была предопределена еще в детстве. Перед глазами пример мужской половины семьи, а желание пойти по стопам отца определило выбор профессии. В 2005 году в возрасте 22 лет он заступил на службу командиром отделения в милиции. На сегодняшний день за его плечами более 20 лет непрерывной работы в правоохранительных структурах. С первых дней проведения специальной военной операции он находится на передовой, выполняя задачи в самых опасных зонах боевого соприкосновения. Я очень люблю свою работу. Новый этап службы военного начался в 2022 году с переходом в ОМОН Ахмат-1 Управления Росгвардии по Чеченской Республике. Данное подразделение известно своей высочайшей эффективностью. Русамбек занимает здесь должность заместителя командира роты. В его послужном списке сложнейшие задачи на Херсонском и Запорожском направлениях, а также участие в спецоперации по взятию Мариуполя. За проявленное мужество, отличие в службе офицер удостоен ряда государственных региональных наград. Не бывает такого дня, недели, что мы не совершенствуем свои навыки во всем. Вот каждый день модернизуем, так сказать, вот всякие и беспилотники, и по стрельбе, ну, все, что на то, что вот
нам нужно вот по линии вот этого МВД. Мы стараемся как-то вот каждый день учимся. В родном подразделении заместитель командира пользуется непререкаемым авторитетом. Коллеги и сослуживцы отзываются о нем как о глубоко порядочном, мужественном и надежном офицере, способном принимать решения в критической ситуации, а командиры уверены в точности выполнения любого его маневра на линии огня. Ruslanbek övüş ol bala havali dünya övüş uvens bala totan bala hadolu уже тридцать шухаю любой чей варита любой маншин тадилленهم чакдак эсво хулили цулхалхи кивии чкики любой ман надежный вош ответственный вош на осту та цунгала элдол хумана сагат да садиш им чаклерду уверенность тош дигна осту Русланбек. Военнослужащие из Чеченской Республики с первых дней доказали, что для них нет невыполнимых приказов. Тысячи чеченских мужчин стоят на защите интересов своей страны, не жалея своих жизней. Их вклад в общую победу измеряется освобожденными территориями и успешно выполненными боевыми задачами в самых горячих точках фронта. О бескомпромиссном выполнении служебного долга чеченских подразделений мир узнает из страницы в социальной сети главы Чеченской Республики. Рамзан Кадыров регулярно публикует эксклюзивные материалы прямо с передовой. Президент России всегда лично подчеркивает весомый вклад Чеченской Республики в проведении специальной военной операции. Хочу поблагодарить вас, всех чеченцев, всех, кто проживает в республике, за огромную помощь в проведении специальной военной операции. Ребята у вас сражаются мужественно, героически. И они настоящие воины, мы это хорошо знаем, борются за Россию и за свою малую, любимую всеми чеченцами родину, за Чечню. Делают это достойно. Главной кузницей профессиональных кадров для зоны СВО является Российский университет спецназа имени Владимира Путина в Гудермесе. Уникальный учебный центр, где тактическую, огневую и медицинскую подготовку проходят тысячи бойцов со всей страны. По команде Цельмут снимаем оружие с предохранителя, принимаем изготовку и одновременно досылаем патрон-патроник и делаем прицельно один четкий выстрел. Но истинный героизм проявляется не только в умении побеждать врага. В районах проведения СВО местные жители благодарят чеченских бойцов за защиту. От регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова доставляется тонны продовольствия, медикаментов, военной техники для бойцов. К слову, все, что необходимо. Благотворительная акция охватывает Херсонскую и Запорожскую области, Донецкую и Луганскую народные республики, а также приграничные районы, где введен режим КТО, Белгородскую, Брянскую и Курскую. Возвращаясь с фронта домой, бойцы остаются в строю, но уже на мирном фронте. Накопленный опыт они направляют на созидание. Занимаются патриотическим воспитанием молодежи и лично координируют социальные проекты. Важно понимать, что эта спокойная, привычная для нас реальность существует благодаря тем, кто сегодня осознанно отказывается от домашнего уюта и привычного уклада. Пока в тылу идет размеренная жизнь, военнослужащие на передовой ежедневно рискуют собой, выполняя тяжелую боевую работу ради безопасности всей страны. Лимда Джамалдинова, Ислам Нацуров, Сайцелим Ампукаев, Вести, Чеченская Республика. Учение на базе спецподразделения – это не просто тренировка, а отработка действий на грани реальности. В этот раз пожарные бойцы ОМОН отрабатывали тушение в здании с нулевой видимостью, где каждый шаг требует максимальной собранности. Ахмед Рамазанов расскажет подробнее. Обычный распорядок дня на базе ОМОН Ахмат-1 прерывает сигнал тревоги. Буквально через секунды из окон здания столовой начинает валить густой дым. Нештатный пожарный расчет на выход, возгорание помещений для приема пищи. По легенде тактики специальных учений в помещении пищеблока произошло короткое замыкание. Огонь мгновенно начал распространяться, отрезав пути к эвакуации для нескольких сотрудников. После оповещения о тревоге и эвакуации личного состава с ревом летают дежурные расчеты МЧС и автомобили скорой помощи. Спасатели работают слаженно, буквально на ходу разворачивая магистральные линии и подключая пожарные рукава к гидрантам. Быстрота развертывания здесь ключевой фактор, от которого зависит и жизни людей. Важность данных мероприятий заключается в том, что в первую очередь спасение жизни и здоровья личного состава в первую очередь.
А в данном случае мероприятие проводится в целях безопасности, в целях сохранения жизни и здоровья людей. В случаях таких чрезвычайных ситуаций, возгораний и террористических актов. Но ликвидация огня – это лишь половина дела. Самый ответственный этап учений разворачивается внутри полыхающего здания. В дело вступает звенья газодымозащитной службы МЧС. Надев тяжелые кислородные баллоны и маски, спасатели шаг за шагом обследуют помещение в условиях практически нулевой видимости. В условиях реального пожара на военных объектах секунда промедления может стоить жизни. Именно поэтому здесь, на территории базы ОМОН Ахмат-1, действие экстренных служб доводится до автоматизма. Руководители учений, внимательно следившие за каждым шагом, фиксируют финальное время. Вердикт однозначен, нормативы выполнены. Все условные пострадавшие спасены, а масштабный пожар ликвидирован в минимальные сроки. Были отработаны следующие действия: организация эвакуации личного состава и имущества, предотвращение распространения пожара на соседние здания, ликвидация пожара и вопросы организации межведомственного взаимодействия. Хочу отметить, что все поставленные задачи были отработаны в полном объеме. Личный состав как Главного правительства Чеченской Республики, так и Росгвардии Чеченской Республики отработали все выполненные задачи грамотно, четко и слаженно. Подобные тактико-специальные учения не просто обязательная часть боевой подготовки, а необходимость. Слаженность, проявленная бойцами ОМОН и сотрудниками МЧС, доказала, в случае реальной угрозы любая внештатная ситуация будет ликвидирована максимально быстро и профессионально, а жизни людей окажутся в надежных руках. Ахмед Рамазанов, Адлан Хусаинов, Магомед Барханов, Вести, Чеченская Республика. Нефтяной университет открыл свои двери для абитуриентов. Специалисты приемной комиссии уже консультируют ребят по всем ключевым вопросам. Будущие студенты узнают о направлениях, сроках и возможностях, а также знакомятся с внеучебной жизнью. Как проходит первый этап набора в нашем следующем сюжете. В приемной комиссии абитуриентов консультируют по всем вопросам поступления. Специалисты рассказывают о правилах приема, сроках подачи документов, количестве бюджетных мест и направления подготовки. Здесь же помогают определиться с выбором будущей специальности. Приемная кампания работает с понедельника по субботу с 9 до 6. Заявление на бюджет мы принимаем до конца июля, а на контракт до конца сентября. Абитуриент может подойти к нам, он может подать документы как офлайн, так и онлайн. Онлайн он подает через госуслуги, офлайн мы принимаем документы. Для подачи документов ему потребуется ксерокс паспорта, СНИЛСа и документ об образовании. Но сейчас мы можем принять и без документов об образовании с условием, что он его потом донесет. Среди тех, кто в этом году подает документы в Гродненский государственный нефтяной технический университет, Асадулла Хамза Чахаев. После окончания колледжа он решил продолжить обучение по специальности дизайн архитектурной среды. Абитуриент признается, хочет развивать свои профессиональные навыки, изучать современные подходы к проектированию и в будущем участвовать в создании комфортной и современной городской среды. Я решил сюда поступить, потому что изначально, выбирая университет, в который поступить, я выбрал именно этот вуз, потому что здесь больше возможностей, здесь открывается очень много дверей, потому что ГГНТУ дает большой выбор. Мне бы хотелось стать дизайнером интерьера, потому что, как мне кажется, в нашем городе это самая востребованная профессия на данный момент. Будущих студентов знакомят не только с образовательными программами, но и с насыщенной внеучебной жизнью. Для абитуриентов организовывают интеллектуальные квизы, конкурсы и тематические мероприятия с ценными призами, а также рассказывают о возможностях военного учебного центра. Здесь студенты, успешно прошедшие конкурсный отбор, могут пройти военную подготовку параллельно с основным обучением, получив дополнительные знания, практические навыки и новые перспективы для профессионального развития. С 20 июня мы начали прием документов для поступления на все формы обучения, на все специальности и на все уровни, включая бакалавриат, специалитет, магистратуру и аспирантуру. В этом году уже рады отметить, что становятся востребованными глубоко инженерные специальности. Это специальности, которые входят в передовую инженерную школу. И это большие перспективы для ребят, которые будут обучаться в рамках специальности передовой инженерной школы. Это и экология, это и строительство уникального здания, сооружений, и
направления подготовки связаны с нефтегазовым делом, геологией, геофизикой, геодезией и так далее. Прием документов в нефтяной университет продолжается. Уже совсем скоро станут известны имена тех, кто этой осенью впервые переступит порог одного из ведущих вузов республики и начнет новый этап своей жизни. Для каждого выпускника приемная кампания – это время важных решений. Именно здесь начинается путь к будущей профессии. В Грозненском нефтяном техническом университете отмечают, что ежегодно растет интерес к инженерным, техническим и IT-направлениям, которые сегодня особенно востребованы на рынке труда. Денис Хамидов, Амир Абдулхаджиев, Вести, Чеченская Республика. Лето для школьников – это не только каникулы, но и время новых увлечений. В Грозном на базе городских центров дополнительного образования заработали интенсивные смены, где каждый ребенок может попробовать себя в творчестве, спорте, туризме и даже инженерии. А для тех, кто мечтает о сцене, открыта театральная студия. Как организован летний досуг, узнаем у Лимды Жамалдиновой. Иман было всего 5 лет, когда она часами завороженно наблюдала за работой своей двоюродной сестры. В один из дней, взяв в руки иголку с ниткой, девочка сама шила свою первую сумку. Именно тогда родилась большая мечта – стать всемирно известным дизайнером. Юная модельер делает здесь уверенные шаги к своей цели, осваивая все азы кроя и шитья. Я буду шить платья, которые будут очень красиво смотреться на людей и на разных манекенах. Эту и сотни других детских копилок желаний ежедневно наполняют в Центре физического воспитания, спорта и туризма Грозного. Летняя краткосрочная программа организована на базе 13-й городской школы. Подобные кружки дополнительного образования работают круглый год, но именно летом они трансформируются в формат увлекательного интенсива. Двери открыты для любого желающего школьника столицы. Мы очень рады и гордимся тем, что наши выпускники, наши воспитанники, когда выбирают то направление, по которому они здесь работали, достигают успехов. Те, которые выбрали правильное направление, которые достигают результатов, успешны, они выигрывают и республиканские, региональные конкурсы, и всероссийские, и международные. Летняя кампания разделена на 3 смены. Первая уже закончилась, сейчас идет вторая. В текущем потоке здесь с пользой проводят время 128 ребят. Программа включает художественный, туристическо-краеведческий и социально-гуманитарные векторы. Пока одни погружаются в историю родного края, основы краеведения, другие выводят идеальные линии в студии изобразительного искусства. Я рисую картину, на которой кошка сидит на ветках сакуры и смотрит на луну. Особое место в расписании занимает курс «Инженерное мышление». Это пространство, где дети учатся анализировать, конструировать и находить нестандартные решения задач. К слову, это навыки, незаменимые в век высоких технологий. Я сейчас собираю конструктор программ, у него разные детали. Я минут 5 назад начала и сейчас скоро закончу. Детей здесь учат даже разбивать лагерь прямо на поляне, ставить палатку и разводить костры. Регулярно проходят и выездные мероприятия по туристическим местам Чеченской Республики. Не менее кипучая жизнь и в другом учреждении. В Центре детского творчества развернулась летняя школа. Тут более художественное направление. На подмостках местной сцены воспитанники раскрепощаются, избавляются от страха публичных выступлений, оттачивают дикцию и примеряют на себя самые разные роли. Всего в этом центре 10 кружков разных направлений. Особая гордость, хореография и вокал. Зажигательные ритмы национальных и современных танцев сменяются распевками в вокальной студии. Педагоги развивают пластику, ставят детям голоса. Мы в школу шагаем с утра, и в жизни опять что-то новое. Тетрадки, уроки, друзья. Таких островков детства, творчества и спорта, направления биологии, химии и так далее в Грозном всего 5. Все они функционируют под эгидой Департамента образования столицы региона и помогают детям находить свое призвание, развивать таланты и, возможно, определиться с будущей профессией. Центр детского творчества города Грозного находится на базе 60-й школы в микрорайоне. Здесь очень удобная локация. У нас предусмотрены экскурсии, выезды в музей, достопримечательности показан не только города Грозного, но и в целом это все бесплатно. Транспорт нам предоставляет Департамент образования мэрии города Грозного. В сопровождении выезжаем. После основных занятий детям выделено время на досуг. И вот как зажигательно они его проводят.
Дополнительные общеобразовательные программы организованы на базе 68 образовательных учреждений республики. Особое внимание в текущем сезоне уделяется олимпиадной подготовке. Эти занятия позволяют детям провести каникулы содержательно и продуктивно. Каникулы могут быть продуктивными, если провести их с пользой. Задача – дать каждому ребенку шанс раскрыть свой потенциал. И судя по горящим глазам детей, этот образовательный эксперимент полностью себя оправдывает. Лимда Джамалдинова, Магомед Басаев, Вести, Чеченская Республика. Есть книги, которые становятся мостом между поколениями, и роман «Колыбель свободы» именно такой. Его автор Машер Айдамирова, дочь знаменитого писателя Абузара Айдамирова, выбрала непростой путь – продолжить художественное осмысление истории чеченского народа. Но в отличие от отца, она обратилась к событиям более древним. На презентации в книжном собрании республики собрались коллеги, друзья и почитатели таланта писательницы. Как создавался этот масштабный труд, узнаем у Рамзана Абуева. От героев исторического романа Машер Айдамировой «Колыбель свободы» нас отделяют 7-8 веков, однако честь, доблесть и отвага остаются незыблемыми ценностями для чеченского народа. Книга повествует о героическом противостоянии 3-4 поколений горцев монгольским завоевателям. Эта эпоха стала переломной в истории края, ведь именно тогда ковались духовные основы нации. Koitolo deitolcho Байшершка in Mongolia. Цель замел чханад ёх Тимур вин замел асгайтнерг. Так тига хавай ом эрдагар цина дина латер исторический царя холчуш шадерги что ёлат варнаса حاجة خزري استوبل نعبريو صلت أحسن أسيبوه بتشان علامة أصدق قيديت سليمان وأحمدي Писатель продолжила дело своего отца, классика чеченской литературы Абузара Айдамирова, посвятив творчество художественному осмыслению истории народа. Если его знаменитый роман «Долгие ночи» восстанавливал связь поколений XIX века, то Машер уводит читателя еще глубже XIII и XIV века. Она стала первым автором, создавшим исторический роман вслед за своим отцом, легендарным классиком. Она не только художественная, в первую очередь историческая, потому что восстановлен целый исторический пласт. И причем не только на взгляд писателя, обоснованно работая с историками. И вообще мы пытаемся, чтобы у чеченского народа была история в литературе. Почему это важно? Потому что только учебник, этого недостаточно. На эмоциях люди лучше воспринимают. Презентация в Национальной библиотеке собрала научную и творческую интеллигенцию, коллег, друзей и близких автора. Выступавшие высоко оценили вклад Машер Айдамировой в развитие чеченской литературы и сохранение исторического наследия. Над этим масштабным романом писатель работала в течение 7 лет. Юзно ходавюш, еш лэлош, вот такие ешлуш, ник матпаш. Гоус я знаю. Машер, ночемет, гозен фи, уштер, цун версимот отцул коргир, отцул шеру, отцул эхн, бейзхай, загарсун соцветвяхнер, отцул матто, мет гозалус, гозал бова следрезут. Üssolai poitolai paisasvai haletša vainajah jäsen itera vaadilan tsahleritera vainja mata üšiatsa üše kitaiski krooniksti ajunu vain taam kitaiski motsaga ja haar vaina tsaalilinas ishaqin juhir huorder nüüd ahqa järgmine источник шу гюжи источник шу Цудяха вайн гиндуиша машаса и гумдерики карлдяк накоем. Роман посвящен Хаджи Хизриеву, известному исследователю чеченской истории эпохи татаро-монгольских нашествий и походов Тимура. Именно на его труды опиралась Машер Айдамирова при создании своего произведения. Ученый всемерно помогал автору, незадолго до кончины прочитал и одобрил рукопись. Этот роман стал 7-м в творческой биографии писателя. Тимур ушел, Кавказ остался. Остались иднахи. Тимур и приходит, и уходит. Так было всегда. Все, что ими создавалось на крови людей, заканчивалось крахом. Именно этими пронзительными словами
завершается роман, и в них кроется историческая правда. Совсем скоро книга поступит в фонды библиотек и займет свое достойное место на книжных полках. Рамзан Абуев, Маусар Хаджиев, Вести, Чеченская республика. Уже не первый раз в Чечню приезжают студенты одной из главных художественных академий страны. В Государственной галерее открылась экспозиция, объединившая работы студентов знаменитой академии имени Репина и воспитанников чеченских художественных школ. Гостей знакомились с редкими техниками, а сами авторы охотно делились секретами мастерства. На месте работала наша съемочная группа. В Грозном прошла выставка студентов Санкт-Петербургской академии художеств имени Репина под названием «Где только горы, я и небо». Горы – это навыки, которые усложняют и тренируют несколько крат интенсивнее, поскольку погода на высоте меняется действительно буквально за секунды. Помимо природных стихий, новых для жителей равнинного Санкт-Петербурга, студенты знакомятся и с незнакомой для себя культурой, становятся очевидцами горного пасторального равновесия, наблюдая новый непривычный им уклад жизни, живя в нем 3 недели, которая длится, собственно, сама летняя практика, и стараясь прочувствовать глубину местного колорита и отразить ее в своих работах. Зрители очень положительно отозвались о работах молодых авторов. Посетители поделились, какие картины больше всего им понравились. Мне очень понравились работы Виктории Зобниной и Семеновой Виктории, выполненные в разных техниках. Очень хорошо передают атмосферу горного пейзажа. Я больше всего была удивлена тем, что это написали не чеченские дети, а именно иноязычные, которые не знают нашу с вами культуру, но так хорошо ее передали в своих картинах. Помимо гостей из северной столицы, свои работы на выставке представили и юные таланты Чеченской республики. Они рассказали про разные техники живописи, о своих работах и своих будущих перспективах. Как-то раз в детстве мы с семьей поехали как раз-таки в Данхой, и меня оно вдохновило. С годами я понял, что он меня довольно сильно воодушевляет для того, чтобы творить, и для того, чтобы передать его, то, как я его запомнил. Среди тех, кто представил свою работу на суд зрителей, Айна Алсултанова, ученица детской художественной школы номер 1 города Грозный, поделилась о времени волнения подобных работ и о своих наставниках. Средняя работа уходит полгода, в основном на эту полгода ушло. У меня было 2 наставника, которые сопровождали меня во время работы над этой картиной. Это Зубайраева Амина, преподаватель в моем учебном заведении, которая помогла мне с реализацией этого. А та, кто помогала и наставляла во время заминки в работе, это Исрапилова Раиса. Рустам Яхиханов уже не первый раз приводит студентов Академии имени Репина в регион. Подобный обмен опытом положительно сказывается на обучении учащихся. Создать данный проект меня вдохновил, конечно, наш край, наша родина, Чеченская республика. Так как я преподаю в Санкт-Петербургской академии художеств, возникла такая идея привозить сюда студентов Академии художеств и проводить здесь летнюю практику. Практика – это как 3-й семестр, где студенты получают оценки. И, конечно, студенты, вдохновленные нашим краем, изображают мотивы, изображают наших людей. Линогравюра, холодный батик, техника сухого и мокрого валяния шерсти – одни из непопулярных художественных стилей в художестве. Однако зрители по достоинству оценили каждую работу и отметили, что мероприятие было очень полезным и насыщенным. Горы, керамика и текстиль – на первый взгляд 3 разных языка, но на этой выставке они заговорили об одном – о связи с человеком, природой, с бытом и памятью. Авторы не дают готовых ответов, они предлагают остановиться и смотреться. И в этом, пожалуй, главная ценность проекта. Адам Кусаинов, Амир Абдулхаджиев, Вести, Чеченская республика. На этом у меня все. Еще больше новостей вы можете узнать на наших аккаунтах в социальных сетях и в приложении «Смотрим». С вами была Лариса Шамаева. До новых встреч в эфире.